Я скажу, на чем я поднялся прямо. Пока доится, но всегда есть угроза. Если ты не доишься уже, тогда мы же тебе на мясо. Прекратите эти выяснения. Не важно быть очень таким смелым, важно быть осторожным. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы размаўляем з кіраўніком місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Геннадзем Манько. Геннадзь, вітаю. Вітаю, Наста. Як вы трапілі на вайну? Ну, моя задача была, так как меня пригласили, вот тогда, значит, я долучился до офиса Светланы Тихановской. Я сам на тот момент высказал, что, значит, при всем при том, что это большое горе, большая беда для украинского народа и вообще, ну, для всех народов. Война, понятно, что это... Я сказал, что для вот белорусского сообщества после событий 2020 года это создало определенные... уникальное событие, которое позволили бы нам, белорусам, те, которые не согласны были, те, которые выехали из страны, создать свои вооруженные силы, то есть создать какой-то кулак, пройти подготовку на этой войне. Ну вот я как бы сказал, что я мог бы этим заниматься вопросом. Який ваш військовий бекграунд? Ну, я служил срочную службу в Советском Союзе еще, там, 88-89 год. Служил в военной разведке. Сначала попал в Кушку в разведбат, отдельный разведывательный батальон. Потом служил в Афганистане в разведывательной роте. И потом, когда был вывод, с выводом попал еще на Дальний Восток, на острове Сахалин заканчивал тоже там в отдельном разведывательном батальоне и в отдельной роте специального назначения. Як ви думаєте, а що самае важное зараз на фронте? То бок за чым трэба сачыць, каб разумець, як далей будуць развівацца падзеі? Первое, самое главное, то, что всем нам видно, слышно, и то, что вызвало некоторую такую депрессию в Украине последние 2 месяца, это вот поставки вооружения. Як ви думаєте, чаму не ўдалося прарваць абарону расейцаў у кірунку Мелітополя, каб разбіць сухапутны маршрут у Крым? Что-то не получилось. Я думаю, это не получилось, опять же, из-за вооружения основная история, потому что дух очень высокий у украинской армии, очень был на подъеме. Сейчас, да, это немножко отразилось на настроениях. И надо отдать должное, что Россия все-таки смогла сделать вывод вот с начала войны. Потому что, допустим, если вот я общался с представителями там подразделений БПЛА, вот и белорусскими нашими тоже, и мы так сравнительно для понимания, как бы мы обсуждали вопрос, они мне привели такой пример, что, допустим, по июню, это летом мы встречались, разговаривали, он говорит, вот смотри, по июню прошлого года у нас примерно 10 запусков украинских, 1 запуск, но максимум 3, в зависимости от направлений, там было БПЛА дронов и использование их, 1 к 10 было. Вот год спустя уже было 10 к 7. То есть россияне смогли увеличить поставки эти на фронт. Они очень четко рассмотрели эту историю. И поэтому противостояние очень серьезное. Ну, это повторяется такая историческая правда, как бы, да, что россияне они сначала так расхлябанно очень начинают, а потом все-таки могут собраться в кучу. И то, что, ну, я понимаю, что это часть ПСО влияния, то, что нам рассказывают, что Россия смогла перестроиться там, на военные рельсы, запустила заводы. Да, часть запустила, на самом деле они там сделали в Елабуге завод в Татарстане, который, ну, по заявленным своим техническим характеристикам должен выпускать 500 000 БПЛА в год. Ну, часть вещей она смогла за счет того, что были блокированы возможности там покупать что-то за счет санкций, за счет того, что смогли обходить, за счет того, что смогли загрузить Беларусь, что-то делать, что-то завозить какими-то хитрыми схемами, что-то смогли получить у Ирана, я думаю, Китая, может быть, не напрямую, а там какими-то хитрыми схемами. Ну и для сравнения, общий такой пример, он всем известный, что Северная Корея передала 1 миллион боеприпасов. Это основных, там, которые для артиллерии, условно скажем. А весь западный мир всего лишь 300. То есть 1 к 3. Да, там качество вызывает вопросы у этого корейского оружия. Оно часто взрывается, там разрываются стволы.
Ну, как бы там ни было, то есть запасы вот эти еще со Второй мировой войны, запасы вот этих конфликтов, когда там, ну, противостояние у Южной и Северной Кореи никогда не заканчивалось, они же находятся в таком пассивном состоянии, в пассивно-агрессивном, скажем. Поэтому там постоянно шло накопление, у них была система, они работали старые, но работают эти старые надежные. На сегодняшний день Россия превышает по ствольной артиллерии, по технике еще до сих пор Украину. А у Украины слабое место, нету ударной авиации, скажем, там вертолетов. То, что и просили в обращении, и писал Залужный, что надо и вертолеты, надо и вот эти F-16, которые там было заявлено, что будут выделены, что идет обучение. Ну, смотрим, сейчас развитие такое. Мир подошел такой на край противостояния. Сейчас вот момент истины. Будет ли понимание или не будет понимания, что если не остановить эту навалу, то это будет продвижение дальше. Польша, для сравнения, этот вопрос очень четко уяснила. У Польши самая крупная, мощная армия на сегодняшний день в Евросоюзе, скажем так. Они смогли за последнее время купить 500 хаймарсов, это дальнобойная точная артиллерия. То есть они очень много вооружения, техники купили. Они понимают, у них есть опыт исторический борьбы там, с Московией. Поэтому они понимали, что рассчитывать на кого-то нельзя, надо вооружаться, надо накапливать силу. Вы шмат казалі про расійскую тэхніку, а калі казаць про расійскіх бойцоў, які там моральный дух? Сильные люди, очень много подготовленных людей, мотивированных. И не сказать, что там сдаются. Понятно, что пропаганда работает. Там есть кто сдается, есть мобики, и там эти ичмобики, как их называют, и зэки эти, ну, понятно. Есть мотивированные люди, просто мотивированные. Не потому, что он военный, вот потому, что он искренне верит в то, что вот это фашистский какой-то режим, который этим телевизором ему там залили в голову, этот бетон у него в голове. И все. А які адсотак афіцераў сярод тых, хто гіне за расейцаў зараз? Ну, хто реально гіне за іх? Выбито очень большое количество серьезных профессиональных людей. Практически все профессиональные части были разбиты. Они вот то, что я говорил, они имеют по второму, по третьему составу. Это и включает то, что они привезли же все свои там и морскую пехоту, допустим, ну, скажем так, элитные части, которые считаются ВДВ, морская пехота, спецназы, там разведывательные отдельные батальоны какие-то. Они же привезли их везде, с Дальнего Востока, с того же Сахалина, с Камчатки, с Мурманска. Они привезли. То есть те первые люди, которые имели опыт, которые участвовали в разных событиях, в разных вот этих войнах, включая там 2008 год, ну вот все, что происходило у них, это практически обкатывалось одни и те же офицеры, они имели боевой опыт. То есть большое количество из них погибло, большое количество пришло. Каким образом воюют? Самая главная мотивация на сегодняшний день – это все-таки финансовая мотивация, потому что, ну, то, что толкает их. Потому что у них очень хорошая зарплата, тоже высокие, и зарплаты несопоставимые с проживанием вот той жизнью, которой они где-то там жили в каком-то Мухозадрыпинске, назовем так, чтобы грубо не высказываться, и у нее не было никакой перспективы. Они там просто пили, и вот Путин же, он им сказал просто публично на своем выступлении, он сказал, так может, чтобы умереть от алкоголя, давай умрешь ты за родину. Им дали большие подъемные, сразу ты приходишь, им платят большие зарплаты, да, ну, выше $2000. Для них это социальный лифт для многих. Многие хотят как бы зайти, подняться и заинтересованы. Они знают, расписываются перед тем, как пойти на фронт, потому что знают, что его там супруга или девушка сможет получить компенсацию, там большие деньги. Задействованы очень большие деньги, они этим мотивируют их. Да. Ну, усталость есть тоже, понимают, люди устали от войны. И с той стороны, и с этой стороны. Понимают, там просто мясные штурмы. Вот, чтобы представление было, вы все это слышите, понимаете, но там просто вот устелено телами, и такой лунный пейзаж. Воронки, все выжженное, посеченные ветки, вот это все такое. Ну, очень страшная ситуация. И там выживать, вот это нечеловеческие условия. Вы таксама сказалі, што Польшча зараз, у прынцыпе, добра падрыхтаваная да вайны, але якая імавернасць вайны з Польшчай? Вот то, что на карте можно разложить, то есть как это фиксируется, там разведорганы, они вот это глаза и уши армии родной, они там видят перемещение, там подготовку, они начинают с технического обеспечения, что где-то там начало выпускаться не 1, а 10 там, предметов для войны, условно. Вот это все, если собрать все на сегодняшний день, что
вот эту развединформацию, то прямого нету. Нету ударной группировки, которая могла бы тут что, тут подпугивали сейчас раз, мы Сувалки пробьем здесь. Ну, пока ее нет. И это не очень просто. И это, ну, я все-таки тоже верю, что больше это все такое ИПСО, попытка влиять и создать, усилить свои переговорные позиции. То есть все, что создается пропагандой российской, ее во многом можно делить, но отбрасывать нельзя. Потому что мы все сомневались. И как бы я думал, что ну где мозги, как можно заходить в Украину, 275 тысяч, ну на тот момент 40-миллионное государство, самое крупное в Европе территория, самое крупное европейское государство. Ну ты зашел, дальше как удерживать? Как? Тратятся миллиарды, там 30 миллиардов в месяц. Ну так вы эти деньги отдайте, постройте дома, школы, дороги создайте, торгуйте. Ну, как бы по логике, так давайте в плюс будем давать, а не в минус. Не будем делать там из Бахмута гору щебня там или еще что-то. Для чего? Что ты хочешь? Чем ты можешь убедить вот это население, что им будет лучше у тебя? Ну, то есть, как бы вот такие нелогичные вещи. Поляки это понимают, у них есть история битв, очень большая, вековая, многовековая история. Они понимают этот менталитет. Менталитет, которому надо все больше, больше, вот надо захватить, ради чего? Постройте у себя там город-сад, у вас есть все условия продвигаться, но сознание ваше нацелено на какой-то захват. Вы нас не слушали, так слушайте сейчас, я вам говорю. Ну, это вот такая полублатная тематика, все время там прийти, что-то уже кто-то обязан, потому что мы великие, мы великие, нам все мало. Так создайте себе, вы в туалеты ходите на улицу в мороз. Ну, примерно так. Поляки понимают, считают, что это угроза, и она никакая там далекая. Она уже Беларусь, уже ездят. Они заезжают, приезжают, когда хотят россияне. Але як ви думаєте, яка сьогодні реальна мета Путіна? То бок ён разумее, што ўсю краіну ён не захопіць Кіев, ён не возьме. Для чаго ён гэтую вайну працягвае? И коли он будет готов спыниться? А вот не способность его. Это его личное, я считаю, что это его личное персональное качество. Ну вот, типа, я там пацанские дела, я заднюю передачу не включу. Хотите со мной пробовать? Ну, давайте будем бодаться. Его задача уверить. Это как на улице. Достал нож, он же не хочет убить этого человека. Он сказал, кошелек дай. Просто показал нож. Вот он показывает нож, говорит, дайте мне то, что я хочу. Это сознание такое с детства. Он хочет влиять. Он понял, что это ошибка. Я слышу по его текстам, которые он говорит, что нас втянули, уже были такие тексты, он говорил. Он понял, что он допустил ошибку, что расчет его ошибся, что будет слом гораздо раньше. Поэтому они ехали и везли с собой парадку, они думали вот эти 3-4 дня, они знали, что туда вливались очень большие деньги, которые разворовывались. У них была готовая фигура одна Медведчук, вторая у них находился Янукович там внутри. У них было очень серьезное понимание, что происходит в Украине. Украина тоже сложное государство, она примерно прошло, если Беларусь попала там после выборов 1994 года, попала под влияние и стала как бы собственностью одного человека, который это все его, то в Украине, в России были финансовые группы, были олигархи, влияние на телевидение, было свое телевидение у одних, у вторых, свои интересы, разделен рынок был, коллаборантов было очень большое количество. А Лукашенко понимал этот момент. Он в один момент ставил россиян для того, чтобы понравиться. Потом он чуть-чуть незаметно чистил там, которые на генштаб там замыкаются. Поэтому сделали в свой период. Раньше обучение было в генштабе вооруженных сил, когда высшее командование готовится, генералы. Чтобы стать генералом, надо было поехать и поступить в Москву, значит, в Академию Генерального штаба. Ты получал там, значит, твоя специальность называлась государственное военное управление. То есть ты становился таким управленцем высшего разряда. После этого ты мог стать генералом. Ну, эту практику прекратили. Лукашенко создал свою академию и создал факультет генерального штаба на территории Беларуси, потому что понимал, что заезжающий туда человек, он подвержен вербовке этого государства, в котором находится. Не в прямой грубой вербовке, но люди учились. У нас большинство людей закончило, ну, условно, вот моего возраста, еще там младше, года на 4, наверное, они закончили, отучились в учебных заведениях Советского Союза. Многие учились в России. Ну, поэтому Лукашенко чуть-чуть это начал потом тоже подчищать больше своих людей здесь.
Апошнія паўгода было вельмі шмат спадзеваў ва ўсіх на контрнаступ украінскі. На жаль, як бы прорываў не адбылося. Что пошло не так? Ну, на мой взгляд, противоречия внутри были. Когда встречали первый год начала войны и приехал Зеленский в Соединенные Штаты, все стоя приветствовали, и было единство очень. На этот раз у него прием был очень холодный. Я считаю, что это возникла комплексная проблема, которая была связана и с коррупцией. Американцы отправили, работало 2 группы и находятся сейчас на территории Украины, которые работали именно по коррупции в вооруженных силах и по коррупции в государственных органах власти. Очень много было вопросов. Было увольнение на тот момент Резнікова, министра обороны. Возникли конфликты внутри между военным управлением и желанием политической части влиять на это. Есть внутри, нету на сегодняшний день такого единства. Есть сомнения, плюс есть работа, понятно, Российской Федерации, которая лоббирует через своих людей, которая не жалеет денег, чтобы создавать таких Орбанов. Недопоставили вооружение, самая главная история. Очень много говорили об этом, очень много рассказывали. Вот такой был казачий драйв, как говорят. Мы заскочили, давай вперед. Да, тяжело, очень тяжело воевали, очень хорошо все получалось, но многие вещи были упущены. Я считаю, что многие серьезные вещи надо делать в тишине. К сожалению, очень много каких-то вопросов озвучивалось прямо вслух первыми лицами о своих планах, что мы будем туда-сюда. Но так не делается, я думаю. Зараз по всем выглядае, что война переходит в такую долгую позиційную войну. Як ви думаєте, ось зараз тренд такий, що люди помирають, люди сыходзяць, люди атрымліваюць раненні, а колькі новых людей приходзяць і воюе? Ну, такие самые пассионарии активные, я думаю, они все, кто хотел, в первую очередь, они вот это были люди, когда в первые дни у них были очереди в военкоматы. Сейчас, да, сейчас есть сложности, потому что сейчас понятно, что для Украины сейчас есть таких 3 ключевых месяца. Путин заявил, что в марте будут выборы. Все понимают, что после марта будет объявлена всеобщая мобилизация или просто мобилизация, но в усиленном варианте. Потому что она сейчас идет, все равно пополнение идет людей. То есть они понимают, что будет набор какой-то. И в Украине тоже получается, надо набирать. Люди воюют, и у людей, я слышу тоже, когда люди говорят, мы что, до последнего будем воевать? Тут человек пришел с 24 февраля сам по своему желанию, и с 24 февраля воюют. Вот наш Урбанович, допустим, 5 ранений у человека уже. Это просто за гранью. 5 ранений, это уже надо на скамейке запасных. Таких в украинской армии большое количество людей. Люди просто измотаны, потому что в этих окопах, в этих разваленных зданиях сидеть в пыли, в грязи, понятно, что это очень, не очень мотивирует. Хотя есть ротация. Поэтому, я не знаю, Украине надо тоже набирать. Есть сейчас 3 месяца усилиться развитие или принять решение помогают, все западное сообщество прогрессивное помогает, вбрасывает сюда технику и дает дальнобойную технику, те орудия, которые могут работать не то, что ограничено 150-300 километров, все долго. Сначала было, что не даем джавелины, то есть простые, которые с танками могли бы воевать, или ПЗРК, какие-то противозенитные комплексы. Не давали систему ПВО. Но сейчас, слава богу, накрыли Киев. Я сейчас был, когда была массированная атака, 80 дронов. Я вам скажу, достойная работа ПВО, все сбито. Но это было как Новый год. Мы здесь в мирных городах видим, что все кругом взрываются, все стреляют, ездят мобильные эти зенитные установки, дроны над головой. Я сам слышал эти мопеды, может, 3 надо мной пролетело. Их просто было море. ПВО сработало. Но это было все потихоньку, и это Киев. А еще сколько незакрытых. То есть, уровень войны такой глобальный, что этих усилий не хватает. Надо строить, надо покупать, надо помогать Украине. И надо понимать, что если мы сегодня не решим, этого завтра, оно может быть у нас совсем другое, как минимум. А калі казаць пра беларускіх добраахвотнікаў, то там які тренд? То бок людей становіцца больш, ці менш і менш і менш? Я думаю, что активного роста нет, скажу так.
Есть тоже вот эта пассионарная группа, которая выехала, которая поняла, кто прошла. Очень, очень большая ротация прошла, большое количество прошло. То есть приехали, побыли какой-то период или по ранению, или понял, что хорош. Ну, тут прошел какой-то путь, разобрался для себя. Там уже очень много было людей идейных, которые идеализировали там войну. Там, они думали, что все красиво, как в кино, а тут это тяжелейшая работа в грязи, там, ну, в нечеловеческих условиях. Поэтому ротация большая была, очень много выехало в Европу людей. Ну, есть, набор идет, я знаю об этом, набор идет, не скажу сколько, но набор идет. Массового нет такого. И скажу такую вещь, она не в минус никому, но большинство всегда, рост идет всегда, когда, ну вот, победа рядом. Всегда хочется быть, участвовать в ней, принять. То есть долучиться в тот момент, когда вот мы победили. Поэтому, если будет перелом, то, я думаю, будет рост большой. А калі казаць пра нас, пра беларусаў, калі вайна будзе доўгай, пазіцыйнай і невядома ўвогуле, ці будзе перамога, то што ў такім выпадку мы? Мы ўжо дамоў не вернемся? Не, я собираюсь домой однозначно. Что это будет означать для Беларуси? В Беларуси ситуация простая. То, что мы наблюдаем, и не заканчиваются эти репрессии. Понятно, что... О чем это говорит? Вот эти незаканчивающие репрессии, они говорят о том, что любви не появилось, ситуация не переломлена. То есть, для чего тебе надо репрессии постоянно, если все хорошо? Если все хорошие, цветочки, букетики, там все красиво, строимся, растем, бизнес, все богаты. Нет, он понимает, что перелом не произошел. Удерживается власть физически, под физическим давлением. То есть сейчас там такая пароварка, там сжатое давление большое, и это на таком уровне, когда уже может резьба срываться. То есть оно сжатое, да, его нету. Там все боятся поднять голову, все зашифровано, но ты ж не залезешь в голову каждому. Да, там покаянное видео, он скажет покаянное видео, потому что есть угроза там попасть за краты на долгий период. Скажу, да, хорошо. Но это ж не значит, что он его полюбил, Лукашенко, или полюбил эту власть, которая его заставляет что-то говорить против его воли, которая вытирает ноги об национальный флаг, там, которые издеваются. И вот это же не до законов, оно ж не пропало никуда. Это же все осталось. Что там люди забыли, что как мучили, как там жестили с этими палками и со всем прочим, что они там просто издевались над людьми. Это же не прошло. За это же, любовь не вернется. Поэтому там напряжение сохраняется. Есть два контура. Один есть внутренний контур, это Беларусь, есть второй контур, который внешний. Это те, которые выехали, очень большое количество активных людей, способных, они выехали. Этим самым это тоже подорвало экономику. Я вижу, что постоянно мы видим то молочное, то крынка, то еще что-то. Он продолжает опять этот стричь. То есть надо постоянно борьба с этими ведьмами. Вот эти воруют, сейчас мы с ними их победим, потом эти. И это такая стрижка, она... всю жизнь. Это шерсть совец таким образом. Он их там подкармливает чуть-чуть, говорит, не трогает их, не режет. То есть пока доится, но всегда есть угроза. Если ты не доишься уже, тогда мы же тебя на мясо. Если молока не даешь, пойдешь на мясо. Поэтому ситуация очень сложная, она никому не нравится. Я уверен, что она не нравится большинству, даже тех людей, которые находятся в системе. В системе государственной цивильной власти и в системе силовиков. Люди понимают, потому что ты живешь, нарушая законы определенные. Да, я их понимаю, потому что получаю, там какой-то обмен информацией происходит. У людей нет возможности вырваться. Вот человек работал в системе, служил, да, там ему на 20 лет прослужить, он 15 прослужил, он понимает, что он выехать не может, просто физически скрыться с рабочего места не может. Плюс у него привязаны тут кредиты, жена, дом, 2 детей, надо доучить. Как тут дотянуть до этой пенсии, пока буду стараться, хотя бы закон не нарушать. Буду, если можно, чтобы не я взял это в работу, то не я, пускай молодой какой-то. То есть ситуация очень сложная. И они это понимают, и Лукашенко это очень понимает. Есть второй контур, который, как бы там ни было, на сегодняшний день 3 года поддерживается активность. Есть разные институты, включая известные первые, и офис Светланы Тихановской, и ОПК, и Координационная рада, и куча, мы знаем этих всяких инициатив, групп людей, просто пассионариев, которые занимаются, и волонтеров. Это все сохраняется, большое количество людей.
Часть не вернется, потому что там молодые, кто пошел, тут дети, может быть, они видят, что не хотят этой борьбы. Все хотят спокойно. А часть большая вернется. А если изменится ситуация в лучшую, и если будет работать закон там, то очень многие приедут и привезут и деньги, и технологии, свои какие-то знания. Может, будут жить на 2 страны, но будут работать. Поэтому я думаю, что все нормально, все идет. Але тут питання, Оно затянулось, да. Коли Путін застанеться, то ці є шанець для Білорусі, для білорусів. Ну, знаете, вот я жил при Советском Союзе, школу закончил, в садик ходил, школу закончил и тоже жил там. У меня Брежнев 18 лет правил, там, как бы тоже казалось не закончится. Потом раз, началась перемена, они начались там через год все помирать, там, через год, через 3 там какие-то замены. Вот, через 2 Горбачев пришел, какие-то смены, но все равно не было мысли, что вдруг вот этого Советского Союза не будет. Это произошло раз, и завтра нам сказали нету. Я уже говорил, где-то там повторюсь, что 20 миллионов было коммунистов, 20. Я не беру, какое количество было стукачей, это не только были коммунисты, и много коммунистов было искренне верующих в эти идеалы, ну, зачарованных. Церковь была коммунистическая партия, и они вот верили, что сам погибай, товарища выручай, Тимур и его команда, ну, в такого плана, там, герои революции, там, войны, про героев-пионеров, про героев-комсомольцев. Потом раз, где пионеры-комсомольцы, коммунисты, никого нету уже. Раз, и нету страны. Когда снимали, приехали на площадь Лубянскую и снимали краном Дзержинского, нашего земляка, создателя ЧК ВЧК ГПУ, серьезного парня, серьезную организацию создал. Сидели его адепты, он для них идол был, офицеры КГБ. Сидели в этом здании на Лубянке, шел дым через форточки, они там полили документы совсекретные у себя в кабинетах, но никто не вышел за него побороться, никто. Все, поэтому перелом, он вот такой, когда построен тем более авторитарный на одном человеке, там, на Путине, ну, у Путина еще там шире, он там создал за счет того, что рядом у него у людей деньги есть в бизнесе, а у нас построено на одном. Одна персона и его семья. Ну, не всем это нравится, даже тем, кто рядом. Может быть такой нежданчик, что мы просто, даже то, что расписали Демсилы 4 варианта, там нету того. Там может случиться еще и внутри что-то. Просто такой нежданчик. Як ви думаєте, що буде перемогою для білорусів у гэтай війні? Для нас сама победа Украины в этой войне – это очень большой сигнал. Вся сама ситуация, она приведет к тому, что власть будет сосредоточена, российская власть будет сосредоточена на свои внутренние проблемы. То, что происходит у них, отвлечена. Так как уже начнется, я вижу, что начнется недовольство, особенно у таких членов Федерации Российской, как Татарстан, допустим, потому что я знаю, с ними общался, работал, ездил. У них до 2006 года, что ли, или 2010 не было на номере знака российского флага. У них был президент, и у них всегда были такие сепаратистские настроения, потому что у них есть все: нефть, газ, химия, автопром. Они самодостаточные ребята. Ну и плюс они как бы мусульмане, ориентированные, могут стройно собираться, всегда такие, которые быстро-быстро могут собраться. Они, Кавказ, другие, которые понимают, зачем нам отправлять в Москву в центр. Мы сами живем, давайте мы будем свое развивать, будем торговать. Никто не хочет воевать, никто не хочет погибать. То есть, сокращая, это выглядит так. Начинаются проблемы внутри, вот эта затяжная война, даже затяжная. Состояние вот это в шпагате в растянутом, что надо и сюда, и это поддерживать, и это. Но война это съедает, это же такая ржавчина, она расслабляет эти мышцы, разъедает того, на ком она появилась. Она появилась уже и на России тоже. По Украине тоже бьет, но здесь есть возможность помощи Запада. Все-таки, если они примут решение, дадут, если будет хорошая техника, дальнобойная, мощная авиация, я думаю, там быстро будет разворот этих событий. То есть Россия, если будет отвлечена, Белоруссия, ей будет не до Лукашенко, не до поддержания. Большому окружению, большому количеству из окружения Лукашенко будет видно, что Россия в нужный момент уже не поддержит его, потому что она будет заниматься своими проблемами. Им надо будет сохранять свое имущество, свой бизнес. Мы же не знаем, что будет происходить. Вернуться, вот развал Советского Союза, там же пошли сразу Ош, Узбекистан, начали эти внутренние дела. Вот Вильнюс.
телебашня, противостояние Союзиса, тут все это вылилось по всем. Грузия, Азербайджан. То есть все страны начались вооруженные конфликты внутри, противостояния. И если это начнется, а это начнется, потому что там усталость есть. Ты заливай, не заливай бетон, там есть и национально ориентированные люди. И есть уже сейчас появились организации, которые новые хорошие русские уже собираются и тоже рисуют карту. Свои государства есть, там они определяются. То есть перенос центра внимания проблемы внутрь России, ослабление этим поддержки Лукашенко и его окружению. А дальше вот этот момент тонкий перехода. Влияние внутри, подъем внутри тех, кто находился в сжатом состоянии, открывается это все. И вход внешний, поддержка с внешнего периметра международного сообщества, помощь в развитии. Беларусь компактное государство, белорусы ответственные люди. Надо туда международные деньги вливать, строить город-сад, чтобы там вот за этим забором, который будет на восточной границе, отрезать, делать эту полоску, которая будет общая здесь, давать возможность развиваться этой теме интермариума, Межморья, где восточноевропейские государства от Балтики до Черного моря и до Кавказа смогут выстроить свой пояс, построить свои взаимоотношения экономические, военно-политические, создать такой блок, который будет противостоять этой навале. И развивать, строить, давать. Вот Польша показала, вот пример, я это все помню хорошо. Когда они приезжали, у нас там покупали гвозди, хомуты, и мы такие продавали зубную пасту, там, ну, все просто какое-то было тут этот трэш, там ездили туда-сюда, торговля. А потом раз, смотри, какие дороги, все сделано, все нормально, деньги есть, людям выплачивают что-то. Ну, очень хороший развивающийся пример. Экономика одна из первых развивающихся Польши. А старт был хуже, чем у Беларуси. Сябры, калі вам спадабалася гэтае відэа, калі ласка, пастаўце нам лайк. Так больш беларусаў змогуць пабачыць нашы гутаркі ток. Таксама нагадаю, што ў нас з'явілася функцыя супер дзякуй, і таму проста на Ютубе цяпер можна падзякаваць нам рублём. Дзякуй, што вы з намі. Ці даводзілася выяўляць сярод шэрагаў добраахвотнікаў пацукоў? Людзей, хто злівае інфармацыю? Ну, я ж могу говорить только о общей информации, которую я там мог слышать от кого-то, от представителей полка, но я знаю, что были такая ситуация, когда, да, и люди не проходили проверку, потому что люди проходят проверку и через полиграф, и, ну, СБУ занимается, там специальная есть в ГУРе, в котором они находятся, там есть какой-то отдел, который занимается проверкой людей. Да, были и не один. Калі Валерый Сахашчык прыходзіў у ток, ён расказваў, што па доме, у якім ён быў, знаходзіўся ва ўкраіне, прылецелі 2 іскандэры. Акурат у той час, калі ён там быў. Гэта значыць, што хтосьці зліў гэтую інфармацыю расейцам? Ну, я разговаривал с добровольцами, задал вопрос на эту тему. Я слушал это ваше интервью с ним. Ну, во-первых, это вызвало улыбку вообще по поводу 2 прилетов Искандера. Там был прилет, да, один был, как бы подтверждают люди, которые были там. Ну, и не по дому, скажем, ну, они были. Неизвестно. В принципе, там на том театре военных действий, где они находились, там бывают такие случаи, когда могут работать такими вот именно Искандерами бывает. Это могла быть выпадковость, совпадение. Может, выпадковость, но вопрос такой поднимался. Звучал вопрос по поводу того, что была проверка, я знаю. То, что мне сказали, было назначено по поводу того, что это могло быть вызвано, что кто-то мог слить информацию. Или была проверка, да. По крайней мере, я об этом слышал. У яких адносінах вы с Валерием Сахашчиком? Ну, с Валерием Сахашчиком мы знакомы с самого начала. Я летал еще после того, как он первое сделал заявление, вот это 27 февраля по началу войны. Я ездил, это первый разговор был, когда Светлана Тихановская через меня, набрав мне, она знала, что я буду там разговаривать, делали предложение от офиса ему включиться вот в эту общую борьбу, прийти. Общее движение. И, ну, я присутствовал, когда Светлана звонила, мы вместе были у него там под Варшавой. Ну, для меня сложная фигура Валерий Степанович. Там, я до конца, если честно, не разгадал эту фигуру. Но он человек грамотный, подготовленный, военный до мозга костей. То есть я думаю, что он
ну, такой военный, тем более о нем и знали. И на тот момент, когда я поехал, я говорил и подтверждал, что вот в офисе, когда решался вопрос, что нам нужен такой человек, который занимался бы военным вопросом, там, ну и было выступление Сахащика, то есть я как бы на тот момент поддержал, сказал, что вот этот человек, который вам нужен. Это бывший комбриг, военный человек. Поэтому меня спросили, можешь ли ты найти его контакты, как-то связаться с ним, переговорить. Я нашел контакты, мы договорились, я слетал, мы переговорили. У нас есть очень много общих таких как бы историй в плане того, что понимание, но он был офицером. Офицером он был и командиром роты разведки, и он служил в разведбате. То есть у нас немножко есть как бы общие такие элементы службы в армии. Мы близкие по самой специфике службы. Понятно, он был офицером, я был солдатом. Што з сябе ўяўляе сёння полк Каліноўскага? То бок, наколькі гэта вялікае фарміраванне? Хто там воюе? Я не имею точной информации такой, она закрытая. Я тоже получаю там, несмотря на то, что у меня хорошие отношения, но я не стараюсь задавать вопросы, чтобы не вызывать никаких там ненужных подозрений. Да, я лишнего не задаю. Ну, я знаю, что существует. Это сотни человек. Это люди, большое количество прошло, сотни тоже уже прошли, которые за счет того, что были ранены, либо там побыли, изменили свои взгляды, или какие-то там семейные обстоятельства, вернулись в Европе, находятся. Ну, прокрутилось уже большое количество людей на самом деле. Люди разные, сами представители полка Калиновского, когда мы встречались, они прямо нам говорили, в первый наш приезд, когда была у нас встреча с руководством, они нам сказали, что у нас подразделение очень специфическое, у нас разные люди, разных политических взглядов, крайне правых взглядов. У нас есть кто и сторонник Тихановской, есть такие люди, есть и футбольные фанаты, есть анархисты. Поэтому очень сложная солянка, которой сложно управлять. Но они объединены общей целью, воюют хорошо, в принципе. А што сябе ўяўляе штаб полка Каліноўскага? Штаб, который занимается всеми техническими вопросами, касающимися быта, формирования, рекрутинга. Там вся, строевая часть проходит через них. Оружейка, я так понимаю, что обеспечение какое-то. Все, что приходит, донаты, помощь. Связь с руководством ГУРа проходит через них. Ну, такая управленческая структура. Не могу сказать, сколько там человек, но я присутствовал на встрече, когда приезжали, Пал Палыч Латушко приезжал и Франок Вечерка. У нас была встреча, это было летом этого года. Мы встречались в расположении их части. У них очень большая часть сейчас передана им, уже вторая была одна, сейчас вторая очень большая там. Хорошая такая база. Як вы думаете, чаму добраахвотнікаў так шмат пытанняў узнікае да штаба? Ну, всегда есть вопросы ко всем. Есть... мы говорили с вами, что вот эти вопросы среди белорусов, среди военных, они всегда присутствуют. Ну, все кажется в чьих-то руках, у кого-то больше, у кого-то меньше. Поэтому я, когда встречался с людьми с отдельными, из других подразделений, которые... Штаб, ПКК – это же условное название, скажем так. Существует часть ГУРовская, это иностранный легион, в который входят добровольцы. Там есть те добровольцы, которые раньше начинали вместе, сначала с батальоном, рота тактическая была, Беларусь, которая формировалась, потом батальон, потом полк. И там вышел террор, батальон отделился, они же не ушли, они находятся в этой же части, могут работать в другом направлении, они не связаны по обеспечению, они находятся на своем. Но это все одна часть, иностранный легион. На сегодняшний день там есть и Волод, и Литвин, и там еще у них Вестерна, я насколько понимаю. То есть есть какие-то группы отдельные выделились, я там слышал, группа Афина существует такая отдельная. То есть есть подразделения, они все рядом, они все друг друга знают. В принципе, там очень легко распространяется информация внутри. Они все пересекаются так или иначе. Где-то работают на одних направлениях, где-то на ротации встречаются. Кто-то был знаком еще с Белоруссией давным-давно, кто-то дружит, кто-то не дружит. Я с того начал, что когда встречался из других подразделений, мне там задавали вопросы, тоже поднимали, там, давали мне информацию по поводу, что штаб там решает, все через штаб.
финансирование, давайте это вот нам, поставляйте нам напрямую. Ну, я задавал вопрос прямой. Хорошо, вот я везу, допустим, помощь вам добровольческую, я там завожу автомобиль. Я заезжаю на границе, оформляю декларацию. Я указываю номер части и указываю там полк Костуся Калиновского. Хотя это как бы название такое внутреннее, но вряд ли я думаю, что в ГУРе оно проходит так. Ну, может быть, там числятся, ну, добровольцы и добровольцы. Там очень много добровольцев с разных стран еще в этом легионе. Вот. Просто единственное такое объединенное, как бы, которое находится на одной базе, это самое крупное, это полк Калиновского вот этот, и штаб, который там занимается административной работой, управлением этим. Так вот, я когда задал вопрос, так как делать? Ну хорошо, вот тебя вести. У вас рекрутинг где вы? Как вы вот людей пополняете? Они сказали, да, у нас нету, мы везем через штаб. То есть у штаба есть договоренности до границы, там же заехать есть проблемы. Потом техника заводится, оформляется, это же все надо передавать на баланс в этот, значит, интернациональный легион. Ну, штаб занимается этим управлением. Когда люди задают, я говорю, так хорошо, так а как вам? У вас есть там пути решения на сегодняшний день? Ну, они говорят, ну, не, мы не знаем, вы подавайте туда, но укажите, что для нас. Вот такое. То есть у них есть немножко свои вопросы, кому-то больше уделили внимания, кому-то меньше. Это такая, но это всегда присутствует такая вещь. Тем более, самая большая сложность в этой истории, вот 100% могу сказать, потому что у нас вот этот полк, он не имеет градации. То есть он есть все добровольцы, все одного звания. Согласно законодательству Украины, ты не можешь иметь звание выше рядового. То есть неважно, кто ты, подполковник пришел там или полковник, может быть генерал, ты все равно будешь рядовым. И для того, чтобы управлять в этой системе, ну, военная как бы структура, она очень жесткая. Она такая кристаллическая решетка, в которой все расписано от отделения, взвод, рота, батальон и все прочее. Там есть кто чем занимается, кто за что отвечает. А здесь такое, как бы, ну, коллектив, группа людей. Они там, я не знаю, как получают они боевые задачи, как формируются эти задачи, как они там планируются, кем, ГУРом, либо там какими-то офицерами. То есть, ну, такая сложная специфическая история в условиях вот этой войны. А як ви оцінюєте командира каліновців Дениса Прохорова Кита? Я считаю, что он молодой человек. Он сам по себе очень хороший человек по своим качествам. Ну, он молодой человек. Если бы я, допустим, я был в этом подразделении, служил бы, и имел бы право принимать решения, ну, я им сам говорил, вам надо взрослый человек, это должен нормальный быть отец-командир, это формируется, ну, мнение у многих, которые визуально воспринимают эту историю. А чому його нема там, як ви думаєте? Командира такого? Дорослого чоловіка, так. Ну, есть какие-то вопросы, наверное, возникают. Может, кто-то не хочет брать на себя ответственность. Это такие внутренние вопросы у них. Я, если честно, не погружался, кто как назначается. А ці сябруєте ви з Вадимом Кабанчуком? Да, сябрую с Вадимом Кабанчуком. Що ви можете про його розказати, про чоловіка? Я считаю, что отданный белорус, отданный делу, щирый белорус, искренне верующий, он искренне верит и хочет изменить эту ситуацию в Беларуси. Он подходит более расширенно, чем многие. Многие видят, скажем так, узкопрофильно, примитивно. Они считают, что надо вот агрессивная позиция, только вот вклиниться, заскочить там, и таким казачьим маневром там, отобрать или победить, там, захватить окоп врага. Кабанчук понимает, что все строится в нашем мире гораздо шире, что участников и акторов этих событий гораздо больше, что есть и политическая составляющая, есть и материальная, есть большие игроки, допустим, Соединенные Штаты там, или Великобритания. Есть разные интересы, разные группы, и поэтому я вижу, что он объемно это все понимает. То есть он может видеть это все объемно. То есть не примитивно так в плоскости, а он четко понимает, что для этого надо вот это, и надо создавать, продвигаться сюда. Я нахожу с ним общий язык, мы понимаем, о чем. У нас очень много было бесед. А як ви оцінюєте одного з самих відомих вояров білоруських Янки? Чи бачите ви політичний потенціал, може бути, у їм? Нет, политического потенциала не вижу никакого, не потому что он не издольный человек в этом. Он заряженный парень, понятно, воюет.
Ну, я считаю, он просто вот в этом месте, в этот час находится. Со своей задачей он справился, на фронте как боец он отлично справился, его хотят видеть, он медийный достаточно, его воспринимают хорошо женщины, там, на него реагируют. Он красивый парень, спортивный, заряженный. Ну, политика еще там, это более серьезная вещь, там надо гораздо глубже понимать, знать. У него все есть для этого, он, если захочет, может быть. То есть в дальнейшем, если это все разовьется, он может на своей медийности привлекать своих адептов, которые создадут его избирательный вот этот потенциал. Ну, это же серьезная игра с серьезными дядями. Наколькі мне вядома, менавіта вы ініцыявалі правядзення канферэнцыі палка Каліноўскага ў Киеве? Ну, моя задача основная была, начиная с прошлого года. То есть я как бы видел то, с чем я пришел, в принципе, и в офис. Я говорил, что у нас есть уникальная ситуация на сегодняшний день, когда появилась возможность развивать, чтобы добро было с кулаками, да, чтобы можно было развивать свою составляющую вооруженную. То есть, ну, я считал, что украинская вот эта история, она позволит нам все-таки собрать, увеличить людей, ну, даст возможность пройти подготовку. И я с этой точки зрения сразу начал разговаривать. То есть, когда было такое отрицание всего, что нет, там травоядное, мы вот то, не сделали это, там ходили. Я говорю, так давайте сделаем сейчас. Давайте используем то, что есть. У нас не будем ничего придумывать. Давайте всю эту энергию направим. Вы вашу, и ваш опыт. Там кто-то работает на международном поприще, способные их. Давайте формировать повестку международного сообщества, потому что решают вообще вопросы не мы, не пол Калиновского, не офис Светланы Тихановской. Есть большие игроки на этой земле, которые в глобальной стратегической перспективе смотрят на происходящие вещи. И поэтому нам надо либо соответствовать, либо создать условия. Нам надо заставить поверить этих людей, принимающих решения, что мы субъектные люди, что мы можем принимать решения и можем их реализовать. А если мы будем тут, кто в лес, кто по дрова, ну, с нами такой разговор будет. Мы все время будем ждать кого-то, кто нам расскажет, что нам делать. А як вы оцениваете вынікі гэтай канферэнцыі? Я считаю, первый шаг сделан, когда, получилось, что раньше не было желания вообще никакого, не разговаривать даже, и речь была о том, что наши бойцы не поймут, у нас многие не понимают, не хотят этого слышать никак. Значит, в процессе потихонечку, значит, мы продвинулись. Начали с того, что провели несколько там онлайн-встреч. Там Светлана Тихановская участвовала, поговорили, рассказали. Светлана, в свою очередь, как бы прилагает все усилия всегда, когда ездит, выступает, она говорит, что помогайте Украине, помогайте белорусским добровольцам, потому что сегодня надо решать про наше завтра. Плюс была сделана все-таки определенная работа. Мы смогли поставить достаточно там и техники, и медикаментов, и дроны были, и там разные речи, скажем, там связь. Але як ви думаєте, чому не удалося підписати ту супольну декларацію, наприклад? Некую там заяву супольную, что вот там мы объединались. Я считаю, что это, во-первых, не главное. Работа продолжается. На самом деле идут коммуникации. Мы разговаривали. И вчера я встречался об этом. И я делал несколько дней доклад назад с ОПК. Мы договаривались. Значит, я вам просто скажу, что возникло, чтобы понимание, может быть, приоткрою немножко завесу. Я же был одним из орггруппы, которая занималась организацией этой. Туда вошли, значит, представители от ОПК, от ОСТ, от КС, от еще нескольких разных там, значит, инициатив. Представители полка были. Кого пригласили, кто захотел, они могли долучиться, участвовать в этой истории. Мы вот эту всю разрабатывали, значит, программу, расписывали. Да, на самом деле она там где-то 1,5 месяца длилась, где мы проговаривали. Очень хорошая работа была слажена, не занимала долго времени. Быстро понимали, что делаем это, для этого надо вот это, меняем вот это. Там драфты какие-то измените. Это все было, тут никто не оспаривает даже. Значит, в последний момент здесь получилась история, она как раз вот связана с Валерием Сахащиком. Представители полка, когда определялась ситуация, кто поедет, значит, представительство от ОПК, от ОСТ, мне никуда ехать не надо было, так как я являюсь керовником миссии, которая находится в Киеве, я нахожусь на месте. Мне приезжать не надо, я такая техническая фигура, которая дополняет, присутствует здесь, наблюдает, оценивает.
Вот, может быть, на что-то влияет. Рассказывал, участвовал в панели, что надо для того, чтобы шлях до воли реализовался. То есть, как бы они заявили, полк сказал, что мы готовы разговаривать со всеми, принимать всех. У нас есть одна просьба. Мы не хотим, чтобы от ОПК присутствовал Сахатчик. У нас есть к нему личное недоверие, у нас с ним не сложились отношения с первого дня их встречи. Вот, поэтому мы не хотим, чтобы он был. Ну, на что отреагировал ОПК, кабинет в Варшаве. Значит, они сказали, что вы не можете как бы нам влиять, кто будет представлять наши интересы. Валерий Степанович является представителем по обороне и безопасности. Тема касается именно этого вопроса, поэтому мы считаем, что он должен быть, и вы не должны влиять на это. Ну, на что полк сказал, что это невозможно, мы не готовы принимать, мы готовы принять вас всех, там, 5, там, 6, 8, сколько вас приедет. Ну, Валерий Степанович, у нас диалога не получится, это будет контрпродуктивное вообще мероприятие, мы считаем, что это сведется в какой-то там балаган, поэтому давайте он не будет. Значит, вот эти начались переговоры, я в них не участвовал, у них была закрытая встреча без меня, без моего присутствия. Они разговаривали с Валерием Степановичем, там, обменивались взаимными там, какими-то упреками, вопросами, после чего как бы они не пришли к общей точке зрения. Но так как уже приближалась встреча, надо было определяться, кто поедет. Значит, Валерий Степанович там поставил под сомнение, там был обмен письмами, поставил под сомнение легитимность вот этих командиров, 15 командиров, которые подписались, которые были как раз на встрече летом, я вот не рассказал, когда приезжал Павлович Латушко и Франек, когда был у нас еще онлайн со Светланой и Ковалевской присутствовал, я там на месте был. То есть получилось, что они поставили под сомнение, были вопросы, были встречные. Значит, благодаря там разговорам, решению, калиновцы пошли до встречи, они сказали, что хорошо, мы готовы встретиться с Валерием Степановичем, но пускай он приедет заранее, за день приедет сюда, в Киев, мы гарантируем безопасность, что никаких вопросов не будет, мы в спокойном формате сядем здесь, проговорим, мы пригласим всех этих людей, которые подписались на этом документе, 15 человек, там такая нарада командиров есть. Вот, значит, он может им задать все вопросы по существу, что его не устраивает, какие подозрения, чья там подпись, не подпись, кто там служит, не служит, кто он, не он. Ну, в общем, а со своей стороны, мы, если Валерий Степанович посчитает нужным, мы ему тоже хотим задать некоторые вопросы. Вот. Я передал этот вопрос через меня, я отправил его в ВПК. Значит, участвовал в этом еще Валерий Мацкевич. Он передал сразу напрямую, так как он там руководит процессом всем административным ВПК. И Валерию Степановичу было предложено приехать за день, встретиться и прийти к какому-то общему знаменателю. И чем все скончилось? Валерий Степанович не приехал, а время было упущено. Людям надо было ехать, и те другие, которые должны были поехать, они не поехали, потому что в ожидании были «будет, не будет». Вроде бы Валерий Степанович был в это время в Киеве, там со слов его. Значит, на сегодняшний день я буквально позавчера у нас была встреча в ОПК, я делал доклад по этой, отчитался по конференции, там рассказал, как что было, и мы вышли на этот разговор, потому что продолжение, вот получилась ситуация с неподписанием этим, в связи с тем, что не приехали те, которые должны были люди приехать, участвовать в этом. Вот, работа ведется. Мы разговаривали с Валерием Степановичем, он сказал, я готов приехать после Нового года. Сейчас у меня график забит до Нового года, но я готов приехать, снять это напряжение. Понимаю, что это ответственный момент, нам надо выстраивать хорошие отношения. Мы все белорусы, цель у нас одна. Поэтому сейчас стоит такой вопрос. Питання до вас, як до представника арг-групи гэтай канферэнцыі. Чаму адбылася гэтая уцечка, што прапагандыстам трапіў поўны, я так разумею, аўдыёзапіс канферэнцыі, нават некаторыя там відэа, дзе жылі ўдзельнікі. Хоць мы все разумеем, што все праходзіла ва ўмовах звышсекьюрнасці, бяспекі. Я думаю, что это технически несложно было сделать. Там же не проверяли, что у тебя в кармане какой записывающий там предмет находится. Кто-то был в зале обязательно, я думаю, что и не один был.
Неважно, кем он был, он мог быть и в военной форме. А як ви думаеце, ну як бы реально высветліць, хто быў гэтым чалавекам? Ці вядзецца нейкая праца ў гэтым кірунку? Ну, там есть несколько фотографий, которые там и видео по ракурсам, под углом. Но я знаю, что занимаются этим спецслужбы. Я знаю, что присутствовали там представители спецслужб тоже, как бы контролировали процесс. И я знаю, что занимаются этим вопросом. Я претензий не имею никаких, потому что понимаю, что в наше время практически невозможно это. Это, знаете, надо, как якудза, садиться в джакузи, все голые и громко бурлят пузырики, разговаривать друг другу в ухо, чтобы сохранить эту информацию. Можете назваць самую вялікую памылку беларускіх добраахвотнікаў у гэтай вайне? Помылка доброохотников такая же белорусских, как у всех белорусских демсил, которые выехали и которые находятся. Это попытка все время выяснять, у кого что шире или там больше, кто важнее, главнее. Надо, я считаю, пресекать такие вещи. Есть люди разумные, там разные люди находятся. И вот, допустим, моя задача была какая? Это изменить ситуацию в отношении добровольцев белорусских к демократическим силам, ко всем. Ну, потому что был большой перепад, я их понимаю. Они пошли воевать те, которые более как бы радикально настроенные люди. Они с разным бэкграундом были, с разным опытом, с политическими взглядами. Моя задача была им как бы разъяснить. Я думаю, что или убедить, может быть, не то что разъяснить, там разумные люди, донести им, что мы белорусы, цель у нас одна, враг у нас один. Нам не надо соперничать друг с другом, нам надо вот эти же копья, повторяюсь уже, вот копья, которые мы друг напротив друга, направлять на нашего врага, их объединить надо, встать на одну сторону. И это было у добровольцев. Они там выясняют друг с другом. Там есть претензии, скорее всего, какие-то. Но есть претензии, решайте тихо, спокойно. Уже взрослые ребята с автоматами. Пришли, спросили, задали. Правда, на твоей стороне предъяви документы, если какие-то там вопросы есть. А там, ля-ля-ля поговорил и дальше пропал. Я на фронте, мне не до этого, я воюю. Туда не начинай. Если хочешь реши вопрос, устраните вот эти выяснения. Это касается и демсил. Прекратите эти выяснения, договаривайтесь, давайте что сделаем, куда приложим это усилие, чтобы подвинуться ближе к победе к нашей. Вот эти, это общие белорусские вещи. А як ви думаєте, чому люди, які працюють у силових структурах апозиційних зараз, яны ж выйшлі часта з дзяржаўных структур, вельмі вертыкальных, дзе ёсць чёткае выразнае падпарадкаванне, дзе кожны разумее свае функцыі, і дзе няма такога, што сёння я галоўны, заўтра ты. Чаму, калі гэтыя структуры ствараюцца ўжо тут, яны ўсе паміж сабой пачынаюць сварыцца, высвятляць, хто галоўны, там няма ніякай цэльнай сістэмнай працы. Прынамсі, так выглядае збоку. Это конфликт интересов называется. Это, в принципе, это просто... Это качество всего населения на земле. То есть начинаются приоритеты. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. То есть начинается с простых моментов влияния, доступа к каким-то вещам, влияния на кого-то. Здесь надо быть высокоорганизованным человеком, понимающим, мудрым человеком, что иногда надо там где-то промолчать, но продвинуться вперед. То есть сделать, не устраивать эти противоречия. Потому что многие не понимают, что они вдвоем находятся в таком положении, что когда начинают бороться друг с другом, они оба теряют. Они оба уходят с поля, и к ним нету серьезного отношения. Поэтому, я не хочу в это тут нырять глубоко, участвовал там в некоторых конфликтных ситуациях известных организаций, там посередине. Я говорил, этого нельзя делать, просто нельзя. Вот вы просто начнете, и завтра не будет ни у кого, ни у тебя, ни у тебя. Вы все между собой повынимаете там непонятные вещи, и отношение к вам будет уже никак не восстановлено. И нельзя завалить то, что есть сейчас, нельзя этого делать. Не все получается. Ще калі загінуў добраахвотнік Брэст, да. Многія казалі, што гэта было памылкай тое, што ён сам удзельнічаў у баі, што не трэба камандзіру і не павінен камандзір удзельнічаць сам. Як вы лічыце? Я как раз знакомый с матерью, и с отцом, и с младшим братом Бреста. Он активный парень был сам по себе. У него опыт был богатый. Он уже до этого был во французском легионе.
Ну, он сам заряженный человек, очень, очень заряженный. Ну, я не скажу там холерик, но такой сангвиник точно он. А может быть и холерик даже. Я лично его не знал, но он был готовый, вот такой человек войны, у него было это все заложено. Это, ну, я не знаю, это такие вещи, их как бы разложить там умом, почему это случилось, это где-то сверху прописано было. Он был активный, он действовал, может быть, очень открыто, потому что, ну, надо внимательно просчитывать вперед. Не надо, не важно быть очень таким смелым, важно быть осторожным. Важно сохранить свою жизнь и выполнить задачу. Поэтому, ну, там была ситуация, такое стечение обстоятельств. Я знаю всю историю, как это было, как это произошло. И рисовали мы на картах. То есть, как бы, ну, в тот момент я даже знал. Там находился, приехал туда. Вот. Ну, так получилось. Ці правда, што трое каліноўцаў загінулі ад сяброўскага агню, то бок палеглі выпадкова ад стрэлаў сваіх? Ну, есть такая информация, я ее не знаю точно. Я слышал, об этом говорили. Ну, friendly fire, это, к сожалению, на каждой войне есть. Вполне возможно, что это было. Я не знаю этих людей. Я знаю эту историю, когда случилось. Я задал вопрос, мне не ответили. Вот так, ну, как бы развивать там свои догадки я не хотел бы. Но friendly fire, это, к сожалению, это такая техника безопасности. Это очень тонкие моменты. Потому что ты работаешь, ну, постоянно с угрозой для здоровья. То есть любое, даже работая рядом, случайно там зацепил, или в движении один перемещается, увлечен боем не видит, может зацепить, или там вышел, но не предупредил с той точки, восприняли за врага. Ну, таких моментов очень много. Поэтому это бывает, и это задача командиров, которые руководят, управляют процессами, очень внимательно относиться к этому, очень внимательно. Большая проблема бывает на войне связь, бывает, что работают без связи. Я сам попадал под friendly fire и сам участвовал, когда, слава богу, там никто не погиб, но... Як так сталося, што ў пэўны момант вы апынуліся побач з Ціханаўскай, а не, напрыклад, побач з Шейманам, які таксама служыў у Афгане? Ну, так судьба нас разнесла. Я там как-то говорил, я Шеймана один раз видел, случайно встретил, очень случайно, и мы не знакомились. Шейман служил в Афганистане, он служил в горячем месте, в Кандагаре. Он был в десантно-штурмовом батальоне 70-й бригады, я знаю. Даже примерно мы один период там зацепили. Но я с ним не был знаком никогда. Тут такое, як бы, чаму вы абралі гэты бок, а не бок Лукашэнкі? Вообще мне политика Лукашенко с 94 года. Вот когда он появился, я скажу так, вот у меня развитие было 90-х, вот 89-й, 90-й, пошло развитие, вот началось вот это развал Советского Союза, бизнес, предприятия. В каждой гостинице, я помню, не было номеров, потому что бизнесмены снимали номера. Ну тогда как бы цены, деньги были маленькие. Там и зарплаты были по $15. И для людей, и офицеры, знаю, жили семьи. Ну тяжелый период был на самом деле. Там года два там штормило. И люди занимались бизнесом. То есть получился такой момент, я вот помню хорошо, когда там поляки ездили, потом поехали белорусы к полякам. И был такой период, что когда возили там кто сало, мясо оттуда, кто стройматериалы, кто машины, и это продавалось дальше в Россию. И получилось, что Беларусь, она заняла свою такую позицию посередине, то, что пытается делать Лукашенко до сих пор в два конца работать. То есть мы были промежуточны. Мы вот эти новые технологии везли в Россию. Просто туда улетало, там просто яма была, черная такая дыра, продавалось все, еще стояли в очереди. И они очень легко всегда расставались с деньгами, эти люди. Вот. Поэтому у нас период был очень хороший. Развитие, начало вот этих 90-х годов, оно тяжелое, начало, до 94-95. И тогда не было криминала такого, который там Лукашенко говорит, что уже там прямо такой-такой. Не было. Развитие криминала было, это пик. Вот в России это 94-95 самое большое количество по заказным убийствам. Вот уже оно развилось. Люди работали, бизнес был, быстро росли, проценты высокие были, заработки там никто не зарабатывал 10%, там 1000%, 2000, 3000%. И потом появляется такой господин Лукашенко,
ну, которого я сразу не воспринял. Просто по тексту я вот понимал, что это популизм. Ну, он мне не лег на душу. А за Вот кого вы голосовали вот в 94-м? В 94-м за Зенона Поздняка я голосовал. Потом голосовал я и за Статкевича, за Санникова. Мы разделились в семье. У нас все всегда были как бы в отрицании вот этого строя. Я видел популизм. Я видел, что идет вот эта коммунистическая история, которая я свой народ за развитым миром не поведу. Я видел подмена понятий, я видел, какая была, значит, как решали вопрос с Шушкевичем, вот это все эти подлые моменты. Вот такая вот мелочная история для меня. Я видел, как начал прикручивать, да, жесткость. Он жесткий парень, да, продуманный, как соперник опасный, да, расслабляющий такой. Поговорил, вроде бы простой такой. А чим ви займалися тоді в 90-е? В 90-е годы. Коли Беларусь незалежна з'явилася? Ну, бизнесом занимался тоже, да. Що ви робили? Разное. Торговали, продавали. Деревообработка, там чуть-чуть продавали дерево тогда тоже. Змогли піднятися? Я скажу, на чем я поднялся прямо. Всем своим там злопыхателям, которые там что-то думают, какие-то страшные вещи про меня. Я пришел из армии, и ну, мне все время хотелось построить дом. Я жил в квартире, в простой двухкомнатной квартире. Мне все время хотелось строить дом. Я знал, что я приду и буду строить дом. Вот афганцам была льгота, мы имели право. Я мог встать на очередь, получить квартиру бесплатно или получить участок, строить дом. Вот. Я решил, что я буду строить дом. Это у меня очень интересная история, но отдельная, там не для съемок. Я там напрягал власть государственную, там они меня окружили, я первым стоял на очереди, все же хотели квартиру получить, а мне надо строить, просто кусок земли. Но я знал, что мне разумный хлопец один сказал, что ну, ты бери кредит. Ну, я пошел, узнал. Оказывается, тогда можно было получить большую сумму. Я пришел, познакомился с этими леди, которые были в банке, с кредитным отделом. Я говорю, а как мне получить больше денег? Они говорят, ну, больше денег нужен больше дом. Все. И все, я там получил такой дом. У меня громадный дом, который я никогда бы не строил. Я в 92-м году его строил. И я получил кредит. И этот кредит, так как у меня был знакомый один такой, ну, с таким грубым словом, но с богатым опытом спекулянт, еще с советских времен, он старше меня на 6 лет, он мне говорит, покупай доллары. Так вот я вот эту большую сумму смог просто сконвертировать, ну, совершил проступок, договорился с женой покойного своего друга, она работала в магазине хозтоваров, у меня была чековая книжка на эту всю сумму, за 10% мне отдали деньгами, забрали чековую книжечку, я купил доллары и просто поймал 2 деноминации вот эти вот, которые просто улетели в космос. Через год я принес, у меня было на 40 лет кредит под 0,015% на 40 лет. На следующий год я после там какой-то очередной деноминации пришел, и чтобы не ходить 40 лет, каждый месяц не носить эти копейки, я сразу сказал, сколько вам надо там? Закрыл, продал там $10 условно там, или из всего того, что было. Ну вот и все, вот это мой был старт по деньгам. Пошанцевала, короче, просто. Очень. Спасибо другу, который вовремя подсказал. Вы были ахоўнікам трыумвірата ў 20-м годзе. Ну, Былі некія там правакацыі? Ну, провокации были всегда, потому что я же не был там напрямую оховником. Была группа, которая была охрана, которые ходили рядом, они работали. И вы что робили? Мы отдельно занимались там, как бы мы невидимо работали, мы не выезжали, не ходили там рядом, мы были в толпе, не одеты в этих майках там с этими знаками. Вот. И наша задача была, так если грубо сказать, что ну, наша задача была в момент, если будет какой-то хапун, вот этих первых лиц, наша задача была их эвакуировать. То есть у нас было несколько экипажей, несколько групп моих товарищей. Я был близко, так как я был в управлении, на связи. Были люди, которые, экипаж один вообще не заезжал в город. У нас три города было каждый день. Мы проезжали. Один не заезжал, 2 было в городе экипажа, 3 машины. То есть как бы у нас было кто, куда, в какой момент исчезает, где встречаемся, без связи, если отработано. Плюс мы всегда заезжали вперед. В момент переезда мы заезжали вперед, и там такая, скажем, была разведгруппа, которая тоже занималась безопасностью. Ну и смотрели, где что, где там работает эта 7, наружка, готовят там какие уже сразу. То есть мы
вычисляли обстановку. Откуда съемка будет вестись, кто тут какие товарищи. Вас некалькі разоў затрымлівалі ў 20-м. Да? Як гэта было? Ну, первый раз, значит, они 2 августа были в Барановиче, там было турне, было Барановиче, я сам из Барановича приехал, мы уже вечером приехали, я дома ночевал, там поселились все гостиницы, на завтра было выступление в парке, а потом надо было ехать в Брест. Ну, как во всех городах, очень большое скопление, большой подъем эмоциональный, очень много людей шло, кто-то с какими-то ожиданиями, кто-то просто зевака посмотреть, послушать, под сомнение все поставить. Очень много служб, очень много переодетых товарищей, ну, было брошено, потому что уже это август месяц. А 2 мы приехали, было много народа, значит, должны были выезжать в Брест. У меня машины на армянских номерах были, на меня зарегистрированы. Их было несколько. Но я машину поставил, ну, я так как знаю город, знаю где, я там заехал с гостиницы Комсомольской, сбоку раз такой тупичок поставил, чтобы рядом далеко не идти и выезжать. Ну и все, прошло там, пока выезжали, много народа, помог, чтобы проехали машины, не задерживали, чтобы отошла скорее с первыми лицами, чтобы она не стояла, перекрыта была пробка, ну, помог там еще людям. И быстро пошел, смотрю, стоят 5 человек сбоку милиционеров там на стоянке за гостиницей «Горизонт», между гостиницей «Горизонт» и «Комсомольской». Ну, я их знаю, этих людей, ну, я из города этого знаю. Ну, вижу местные товарищи из ГОВД. Ну все, я раз быстренько к машине. У меня была уже предпосылочка, что они ожидают меня там. Ну, я прыгнул быстро в машину, и они не ожидали, потому что я проходил, они не думали, что я водитель этой машины. Почему было? Что это было? Что армянские номера, что тут какие-то привезли, что-то возят с собой, может быть, там, потому что потом у меня был обыск, с собаками нюхали, искали взрывчатые вещества. Ну, в общем, я, прыгаю в машину, выезжаю сюда, они за мной бежали, хотели меня тормознуть, я сделал вид, что я не вижу, так прямо перед собой смотрел. Выехал на Комсомольскую направо, и там парк у нас, дом офицеров, там уже передали по станции, меня уже перегородили дорогу. У меня стоп, и все, поджали 2 машины, поехали. Который подошел начальник ГАИ, он меня знает. Такой раз, и он не ожидал, что это я за рулем. Я говорю, добрый день. Он говорит, документы есть. А у меня паспорт был с собой, но я думал, что я его забыл. Я говорю, нету, ну мы-то знакомы, он же знает, что это я там... Говорит, все, поехали, проедем, сейчас тут в ГУВД установим личность. Я говорю, ну там Петя, Вася, Коля, ты чего? Говорит, поехали. Раз, они у меня 2 машины с мигалочками, поджали спереди, сзади, мы вдвоем человеком были. Вот. Ну все, завезли туда по дороге, я ему маякнул, нашел паспорт. Я говорю, все, вот паспорт. Остановился, они остановились, я говорю, паспорт нашел, вот, что тебе надо? Не, поехали все туда. Ну, поехали туда, потом там слышу по связи, там в комнате нас посадили, завели на стоянку машину. Сидите здесь, и слышу по станции, они между собой разговаривают, 2 на армянских номерах. Я говорю, так, стоп. Так, срочно принять все меры к задержанию Мерседес Вита, серебристый номер такой. Я говорю, тихо, спокойно, это моя машина. Там мой сын был за рулем. Говорит, что это? Я говорю, это моя машина, мой сын там. Ты можешь, чтобы он сюда приехал? Я говорю, да. Алло, говорю, подъедь сюда, не волнуйся, все в порядке. Подъедь сюда, к этому ГУВД. Ну, все, приехал. Вы идите, меня раз, машинку, пошли, обыскали машинку сразу. Ну, записали, описали это все. Задержим. Есть подозрение, что эти автомобили находятся в розыске. Ну, ты оставляй и иди пешком. Карацей, вас не посадили, але машины... Нет, они меня продержали, там 4-5 часов, может быть. Ждали, все уехали на Брест. Поехала колонна уже, я не поехал. Вот. Ну и все, потом они у меня забрали машины, и машины в октябре или в ноябре месяце только пришел документ. Они делали запросы в Армению, что они на мне стоят. Вот, что да, пришли подтверждения, что все мои, вопросов нет. Но машины эти, у меня человек там работал, сказал, приехали взрывотехники, такие в бронежилете такой саперном, который закрывает пах полностью. Все, они вскрывали, там искали какими-то дозиметрами или дозаторами, что-то там проверяли. Думали, может, взрывчатую искали, может, взрывчатые вещества. Они знали, что я разведчик, служил в Афганистане, способный на поступок человек. Что-то у него должно быть. Ну, посмотрели, ничего нету. Я вечером встретил людей на трассе, мы там пообедали, поговорили.
сел в другую машину, уехал. Ну, так. Вам после Первый. А оформили? второй раз уже в этот самый, меня в ГУБОПИК пригласили, центральный аппарат, позвонили мне по телефону. Я выключался, когда там полностью отключался, выезжал там, а потом уже где надо я включаюсь. То есть у меня перемещение не фиксировалось там, ни в Гугле, нигде по Беларуси. Я уже в точке, если мне надо, я там включался. У нас были другие телефоны с другой связью вообще. Была резервная связь, которой мы даже не пользовались этими телефонами. Вот. Ну, они мне позвонили. Я как раз выехал из Барановича, включил телефон, мне надо было, и мне сразу звонок. Геннадий Логинович, да. Это такой-то, такой-то. Вы могли бы, а вы где сейчас? Я говорю, в движении, я говорю, а что хотели? Вы случайно не в Минск едете? Мне задает, я еду по дороге, только выехал 30 километров от Барановича, ехал, там Зубр стоит. Я говорю, в Минск еду. А вы не могли бы вернуться? Вот у нас тут есть вопросы, приехали представители 6-го управления УБАЗика с Бреста, это Брестская область. Тут я говорю, не, у меня тут, говорю, запланирована встреча, я говорю, пока не могу. Да, хорошо. А вы на связи будете? Я говорю, когда? Вот завтра. Я говорю, буду, да. Хорошо, мы тогда с вами свяжемся, вам скажем. Все. На следующий день, или может в этот день он перезвонил, говорит, короче, не надо ехать, вы в Минске, да. А вы могли бы подойти вот по такому адресу? Я говорю, да. А какой адрес? Я не помню, там интернациональное. Я знаю, что областное управление на Розочке, на Роза-Люксембург находится, это в центре. Я говорю, мог бы. А во сколько? Во сколько вам удобно? Я говорю, во сколько скажете, во сколько я приду? Но уже такой сигнал был 6 число. Уже я понимал, что начинается поддавливание, все начало сжиматься, такая пружинка тоже. 6 жнивня? Да, 2020 года. Вот. Я все, у меня было где получить информацию. Мне назвали человека, к которому я должен прийти. Фамилия такой, представился человек, вам будет такой, вот надо туда прийти, внизу сказать, что вы к такому-то человеку, человек спустится, вас заберет. Я сразу пробил информацию через другие каналы, кто такой человек. Мне достали книжечку «ГУБОПИК 20 лет», показали его фотографию. И говорят, так это 2-е управление. Они занимаются заказными убийствами. Я такой, не знаю, что. Но я думаю, это по теме выборов. Все, я пошел. Я вынял все, взял зубную пасту, щеточку, все вынял с собой, ничего нет. Документ. Удостоверение участника войны. Положил туда, у меня удостоверение Ермошина, что я входил в эту группу инициативную. Я его положил. Все, пришел, спустился за мной человек, мы с ним побеседовали. Очень хорошо, долго. Он рассказывал мне, что они занимаются, ловят серийных убийц, что они хорошие люди, в принципе. Вот вы давайте. Суть свелась к тому, чтобы я подписал, как это называется, предупреждение, что я предупрежден, что если вторично я буду задержан по эти массовые мероприятия, буду ставить перед собой цель свержения власти, то буду отвечать уголовную ответственность по статье такой-то. Я говорю, в смысле вторично? Я говорю, первично не нарушал. Не, такая общая форма. Я говорю, не, убирай. Хотите, я вам перепечатаю без него? Я говорю, не, убирай. Я тебе просто говорю, какое вторично? Первично. Вот ты меня предупредил, я понял, принял, спасибо. Ничего делать не буду такого, чтобы свергать власть. Хорошо. Хорошо пообщались. Бліц. Який год для вас больш трагічны? 20-й ці 22-й? Такой очень сложный вопрос. Для меня 2 трагичных вопроса. Это одно продлевающееся какое-то трагедия и усилившаяся трагедия еще одной трагедии. 9-я рота. Глядеть ці не глядеть? Я посмотрел, есть моменты, видно, что были консультанты, которые в курсе, но есть такие чисто киношные вещи, которые мне смешно. А для людей можно посмотреть, да. Книга «Цинковые хлопчики» Светланы Алексеевич про Афган. Читать ці не читать? Надо почитать для понимания. Надо понимать, в какой момент, когда это писалось, кем и на базе какой информации. Человек Нобелевский лауреат, читать надо в любом случае. Зеленский ці Залужный? Хороший вопрос. Я в Украине работаю. Мне Залужный симпатичен чисто по-человечески. Калашников ці М4? С М4 не работал. Калашников достаточно надежный автомат. Демонстрация ці забастовка? Что бы вы выбрали? Забастовка. Я думаю, что забастовка должна уже приводить к какому-то действию. Демонстрация, мы что-то показываем, демонстрируем. А бастуем, это уже само действие началось.
Голосовать и не голосовать на ближайших выборах у Беларуси? Нет, на этих это не имеет никакого смысла вообще. Свитязь, Тимошенко. Свитязь, озеро имеется в виду? Свитязь, конечно, чистая вода, прозрачная. Аршанская битва ці Грунвальдская? Аршанская. Чему? Победа малым количеством, 20 тысяч против 86 там. Карате ці борьба? Карате, и борьба. Сейчас как бы микс-файт. Я занимался и борьбой, занимался карате, поэтому... Расскажите про свои награды у карате. Я в карате был чемпионом республики в абсолютке в 90-м году. Пришел с армии очень быстро, тренировался. Хороший тренер был, дал хорошую основу понимания. У меня была база до этого, такая грубая, там, скажем. А в чем философия карате? Выигранный бой, не состоявшийся бой. У вас вельмі няпростая сям'я. Можете рассказать про своего дядулю, про батьку? Да, так получилось, что, значит, мой отец, я, правда, поздно узнал, после школы, а практически после армии он начал уже что-то рассказывать. А до этого я как бы видел такого читающего газету «Известия», изучающего человека. Не ругался матом, кстати. И разговаривал в последнее время на белорусской мове. С конца 80-х годов, когда развитие БНФ пошла, эта первая волна, Куропаты, все истории. И на этой истории я узнал, что, оказывается, он был в 48 году осужден, приговорен к высшей мере наказания. На тот момент была по закону, но был мораторий после войны. Сталин сделал мораторий, не казнили никого, там, по-моему, до 50 какого-то года. И он был несовершеннолетний, ему 17 лет было. Значит, он был приговорен по статье 58-я «Измена Родине» и 64-я. Это примерно, я сейчас формулировку четко не помню, но изменение строя неконституционным путем. Захват власти, там что-то. Он был задержан, там у них группа была 25 человек, насколько я знаю, 5 человек было там при задержании, расстреляли сразу, просто при задержании убили. И осудили эту большую группу. Расскажите, что за группа? Я там до конца не знаю. Он написал, есть, значит, 900 страниц. Я его, когда он уже стал пенсионером, я сказал, пиши, что там надо. Я ему подарил электронную печатную машинку Оливетти, и он печатал. То есть там есть, но еще пока не в таком осталось виде. Он умер, к сожалению, в 2021 году. Я не смог приехать на 90 лет на свои. Значит, получилось, что он получил эти срока и отбывал в 2 местах. Это и Коми СССР, и Кибастуз-Лак. Он был Кингирское восстание, если знаете, такое, когда захватили языки и удерживали там около месяца зону. Делали радиоприемник, там связывали с Америкой, хотели через Казахстан, через Монголию уходить. Там несколько лагерей было. Он сидел вместе в одном лагере с Солженицыным и с ним встречался. И я случайно тоже об этом узнал, как-то встретил на почте его и увидел, что он получает какой-то перевод, и фонд написан Солженицын. Там жена после смерти Солженицына его вела, он там какие-то ему присылали там раз в год что-то ему. А что он вам сказал про Солженицына? Он читал, он такой читающий был, читал Я про человека, про ту встречу в турме. Не, он его видел просто, он на тот момент не знал, это потом в процессе. Он на тот момент не знал. Хотя, говорит, когда было это восстание, у них там четкое было, там было очень много именно с Западной Украины людей находилось. И так как фамилия Манько, сейчас расскажу маленькую историю, его подтянули как украинца, как западенца. И он такой больше был с украинской группой товарищей, которые в основном и организовывали это восстание. А почему Манько? Потому что отец его был арестован в 1939 году. Это было на территории, значит, Западной Белоруссии, Вацевичский район, там поместье Югалин такое есть. Там поместье Воронцовых, это наследники Пушкина. Там были графья. И мой дед, он был, последний период проживал на этой территории, был там управляющим, там, у Воронцовых, скажем так. И там занимался я лесом, лугами. А оказалось, что дед учился в институте в Санкт-Петербурге. Фамилия у него Иванов Даниил. Это можно забить в интернете, посмотреть. Там очень много есть книги, упоминания про него. Ушел добровольцем на войну в 2014 году, на Первую мировую. Очень хорошо воевал. Значит, и был кавалером Георгиевских крестов ни одного, плюс был у Балаховича потом. Я нашел лично, занимался розыском, я и мой отец там с 50-х конца годов его искал.
Значит, он руководил одной из крупнейших банд, которая действовала, ну, писали советские, вот у него по переписке, которую мы получили там, значит, с госорганами. Хотя очень скрывалась история, до сих пор там закрыты эти, по его теме закрыты архивы. Хотя я там увидел какое-то дело контрольно-наблюдательное, мне там показали там пару страниц, ну такое, все переписали, какие я страницы посмотрел. Остальное закрыли такими большими А4 этими формата конвертами серыми, чтобы я не видел, ничего никуда не подсматривал. Я прочитал 18 протоколов его допросов. То есть это тот человек, который захватывал Койданова, отдел ВЧК, значит, по задаче Нисселя такого, это французская миссия была. Значит, очень много было входов на территорию Советской Белоруссии. Это была политическая банда, воевали с советской властью. Ну, много-много историй, связанных с Савенком, Союзом защиты Родины и Свободы. Участвовал, входил в штаб Булак Булаховича, есть фотография, где он вместе с ним, там их несколько человек находится на фотографии, участвовал в этом походе, и ему предъявляется, то, что я читал в обвинении, предъявляется, значит, за участие в этом походе Булак Булаховича, когда они дошли до Мозыря, захватили его. Ну, в общем, такая там сложная история, очень много, ну, детективных историй. Практически вся семья расстреляна его, то есть моя прабабушка расстреляна, искали его. О нем знали, значит, отдел ГПУ, там есть книга «Чекисты», такая написана при Советском Союзе. И там есть такой Сыроежкин, генерал-майор, старший майор госбезопасности. Он внедрялся в банду эту, которая заходила, и описывает этот момент встречи с моим дедом. Интересная история. Воевали в 1939 году, пришли, арестовали, пропал, никто, ничего не известно. Решений судебных никаких нет. Отправили в Москву в распоряжение руководства НКВД. Все, пропал. 1939 год. До сих пор ничего не известно. Мать его расстреляли, сестру расстреляли. Вся семья была большая семья, забрали все имущество. Об этом написала Нина Стужинская, такая историк, бывший сотрудник Академии наук. Она написала. И есть эта книга, по-моему, «Крестьянский супротив» книга. И ее статья, она называется «Данила Иванов. Эталонный атаман». Там таких, ну, страниц 30. Там есть упоминания про меня и про моего отца. Так что, если кто-то хочет посмотреть, это можно забить, все есть в интернете, почитать. Расскажите про Афган, где вы служили. Ну, я служил, в 87 году призвался, попал в Кушку в разведбат. Мог, кстати, не попасть в Афган. Там, когда была пересылка, у нас пришел офицер, который там, ну, спортивный такой человек, старлей начфиз полка и Алатанского пехотного. Там была пересылка и отбирали. Он пришел, спросил, кто есть, кто из Барановича. Я говорю, я смотрю, знакомое лицо человека. Он меня на 4 года всего лишь старше, этот человек. Я там чуть позже пошел служить. Вот. Он откуда, что, чего, чем занимался? Я говорю, борьбой. У кого? У этого. А где? Там. А ты? А я у этого. Оказалось, что мы в соседнем зале занимались. Я там у Филюта тренировался, а он у Мицкевича, у Арнольда. Мы там куча знакомых. Он мне говорит, да ты куда? Я говорю, ну я вот на разведбат, в учебку, в Кушку в разведбат. Он говорит, ты что, больной? Говорит, давай иди ко мне, вот будешь здесь в спортроте, у меня будешь заниматься, 2 раза съездишь в отпуск, будешь спортом, ты просто не понимаешь, куда ты идешь. Я говорю, не-не-не, я уже в разведке, все, я иду, там разведчик. Попал в Кушку. С Кушки попал в Герате, служил в разведроте. Значит, ну, 87-88 с выводом вывелся в Советский Союз, попал на Дальний Восток. Служил в Южно-Сахалинске, на Сахалине. Сначала в разведате, в разведдесантной роте, в взводе специальной разведки и в отдельной роте специального назначения. Как вы оцениваете афганскую войну? Ну, печальная афганская война. Просто на тот момент надо понимать, что такое была афганская война для Советского Союза. Люди находились как бы в определенной парадигме. Там было одно телевидение, одно мнение, одна партия. И ну, нам понятно, что рассказывали эти истории, что вот враги, вот была же холодная война, самый пик практически. И нам рассказывали, что вот враг хочет захватить, а у нас это наш братский народ, мы сейчас его спасем. И вперед успели на 1 день раньше, чем американцы. Все, будем спасать афганцев. Ну, когда я приехал туда, понятно, что я увидел всю эту историю. Очень хорошо, с уважением отношусь к афганцам, к маджахедам, достойные люди. Понятно было, что это какая захватническая оккупационная война. Нет ей никакой оценки. Можете згадать, напевно, самый там страшный момент на этой войне для вас особисто? Страшные такие, что всегда не успеваешь испугаться. Он уже и пролетел. Ну, я подрывался, значит, на 2 минах.
на боевой машине пехоты. Работали, наша задача была, занимались засадными действиями в основном, там работала такая система, была операция «Заслон», и все разведподразделения по периметру, то есть Пакистан, Иран, там, ну и где можно было, так как там остальная часть туда, к Индии, к Китаю, она горная, там непроходимая, там очень высокие, 7 тысяч, там высоты 8, под 8. В общем, ну, в основном это занимались засадами, как бы, чтобы предотвратить ввоз вооружения на территорию внутрь, чтобы не поддерживали маджахедов. Так вот, после засадных действий работали разными группами, очень так результативно проработали, возвращались из района засады, и, ну, там не спали очень долго. И меня, такая погода плохая была, это 10 октября 1987 года я был. И, значит, у меня был земляк Николай Прищец, такой он из-под Солигорска. Вот. Ну, и он мне, так как я ночью на фишке был результативно практически, я это все там обнаружил, когда люди, там часть спит, часть кто-то смотрит по сторонам. Вот. Но он мне говорит, давай иди ложись в десант. Вот. И такая моросила, плохая погода была, я влег в этот десант, мы ехали, не спалось мне, не спалось. Потом он пришел, остановились, было там, там перекур 10 минут. Он говорит, давай на броню я полежу. Вот он лег, мы за 15 минут поменялись, поехали, и мы подрывали. Я лег в левый десант, у нас в левом десанте там 2 десанта сзади. Вот он лег правый на мое место, я подстелил еще, у нас там 14 броников было, все люди наверху сняли броники на броне. Я подстелил, чтобы где сидушка выровнять пол. Ну и такая, спальников накидали, там как на перине, широко, в принципе, можно спать. Вот он лег на эти броники, еще один человек с ним был. А я лег в левый десант, залез, потому что плохая погода была. И наверх там под весь десант был загружен вооружением. Там везли, там в ящиках были от мух, воги, там РПО были, эти шмели, там, ну, короче, разные. Я залез на самый верх впритык. Подрыв на 2 минах, значит, вот он погиб, 5 человек контужено, там, ну, сразу попали под огонь, сразу обстреляли с ДШК, минометами, ну такая, еще ночь ночевали, оттянули, вырвало там с одной стороны 3 катка, рассекло гусеницу с левой. Вы как потерпели? А я вот так вот раз десант открыли. Нормально, знаешь, как в боксе, так, когда руки протирают после нокдауна или нокаута. Как тебя зовут? Пройди вперед. Нормально? Я говорю, нормально. Все. Ну все. Я мог захотеть уехать, но остался еще. Там группу эвакуировали, потому что ротному оторвало ногу. Мы ему там быстро это пытались, там наложили жгуты. Оттянуть, вывести из-под огня там пока. Ну вот у нас осталось с машиной людей, мы еще ночевали 14 человек, эту машину охраняли, там в круговой обороне, заминировались по кругу, и там полночи рвались эти и сигнальные мины, и мины, которые мы вокруг. Вот. Ну все, потом к утру приехало, нас там эвакуировали. Ви керівник місії демократичної Білорусі у Києві. Так. Що конкретно виходить у ваші задачі зараз? Мои задачи – это коммуникация, во-первых, с белорусами, все вопросы, которые, так как нет у нас ни посольств, ни консульств, наши белорусы оказались оставлены сами себе, со своими проблемами. То есть эти вопросы, которые мы можем урегулировать или каким-то образом за счет связи там, с дипломатическими представительствами, так как я общаюсь и с представителями других посольств, находящихся в Украине. И основная задача – это, конечно, построение отношений с политическим руководством Украины, ну, плюс поддержание отношений с добровольцами, ну, они тоже как бы белорусы. Вот. Плюс постоянно мы там работаем, там есть экспертное сообщество украинское, которое работает по белорусской тематике. Ну, вот такие вот общие вопросы, общебелорусские. Ці зустрікалися ви з кимось з високопоставлених українських силовиків, чиновників? Ну, скажем так, что... С генералом Залужным, например? Нет, это очень серьезно. У нас только один человек может что-то делать пока. Ну, делал, думаю, уже не может. Самым большим, который имеет доступ, я был в администрации президента, в офисе президента. Мы были втроем. Я, значит, Анатолий Лебедский, Валерий Ковалевский. Мы были у помощника президента Украины, у Михаила Подоляка. Это как бы уровень, который самый близкий, короткая рука до президента Украины. Ну, я встречался, вот, значит, и
с Игорем Кизимом, это бывшим послом Беларуси, который был отозван, находится сейчас в Украине. Очень такой грамотный человек, специалист, понимающий вот этот вопрос отношений Беларуси, больше знающих всего про Беларусь. Срочную службу служил тоже в Беларуси. Он как бы понимающий, любящий Беларусь. С ним он знающий очень много разных экспертов. Понятно, что и с разными представителями спецслужб тоже разговаривали на разные вопросы. Як ви лічыце, ці ёсць канфлікт паміж Зеленскім і Залужным? Я думаю, что есть на уровне компетенции, скажем так. Да. Залужный очень профессиональный человек в своей части, ну, как бы в своей отрасли в военном деле. Сейчас страна находится в военном положении. Залужный – это тот человек, который имеет прямую информацию о своих вооруженных силах. А второй человек, который отвечает, ну, можно сказать, за внешнюю политику, за страну в целом. И я думаю, что есть расхождение во взглядах. Там тоже большая группа, ну, вот, офис. Я думаю, что есть расхождение во взглядах. Есть, да. Спорные моменты, но мне нравится очень Залужный, потому что он очень деликатный, грамотный человек, который не позволяет себе вот это все переносить, выносить на какие-то там публічныя історії. Як ви думаєте, ці політично правильно Україна ставиться до білоруських добраахвотнікаў? Што я маю на ўвазе? Бо мы бачым, што беларускім добраахвотнікам не даюць там цяжкай тэхнікі, напрыклад. Ну і тое, што як бы відавочна, тое, што ўсім беларускім добраахвотнікам не даюць аб'яднацца ў нейкую вялікую магутную структуру. То бок так вот раскідаць па розных невялікіх, так, каб не было нейкай адзінай магутнай сілы, каб нельга это было назваць там прататыпам беларускай арміі, напрыклад, так, ці нейкага там подразделения великого войскового. Ну, я понимаю, да, потому что как бы я видел сам в том, что надо было работать с властью на начало войны, чтобы создать именно одно крупное, чтобы это была такая вызволяющая армия, как бы создана. Ну, я не думаю, что препятствует украинская сторона в создании одного общего. Я думаю, это как раз есть вот эти внутренние разногласия, плюс работа спецслужб через внедренных товарищей, которые там разжигают вот эти противостояния, не дают собраться. Я не думаю, Украина готова, она же создала базу, пожалуйста, вам интернациональный легион, на базе которого создавать. Второй интернациональный легион на базе сухопутных войск, на базе ГУРа находится, а второй в подчинении сухопутных войск, пожалуйста. Но сейчас вот есть в 79-й бригаде, которая тоже десантно-штурмовой, там часть сахащик, которая отождествляет с собой людей, часть там самостоятельная. И были же они еще и в первой бригаде Багуна окремной, первая окремная Житомирская бригада Багуна, там было тоже 15 человек. Но это просто поиск, все ищут где. Вот за счет вот этих противоречий, то, что пришли и не могут подчиняться кому-то, кто-то не нравится, кому-то есть претензии, там. И есть люди, которые в поиске, есть люди, которые, ну, там уже вот в 5-й части. Але може бути так, що Зеленський нічого боїться з боку Лукашенки, остерегается? Ну, я вижу, что на самом деле очень осторожное отношение к белорусской теме с точки зрения. То есть прошлый год, вот когда с Валерием Ковалевским мы были, значит, в Украине, ну, было очень жесткое противостояние. Не то, что жесткое. Может быть, это был уровень активной фазы войны. Но было такое, что давайте сейчас не до вас, вот просто вот так, ну, да, что вы хотите, что и что, ну, примерно. Что, почему мы должны вам? Давайте нам вот с войной тут надо разобраться, потом будем... Ну, были моменты. Я считаю, как бы, что сохраняются какие-то договоренности. Дело в том, что есть прямая информация, которая, допустим, с 2014 года, когда были события с аннексией Крыма и вот эти все развития событий. Ну, я сам бывал в Мозыре, проезжал часто, ездил там в Ельск и видел, как с Мозырского НПЗ, какие караваны шли нефтеналивников, везли битум, везли все, ну, продукт везли в Украину. Беларусь, находящаяся в общем союзном государстве с Россией, продавала Украине, которая находилась в состоянии войны с Россией. Ну, то есть, как бы ничего личного бизнеса, я думаю, какие-то интересы были. Есть информация, что и на сегодняшний день вроде бы как стеклозавод Гомельский работает, практически все, опять же, в Украину идет, но там по кругу через Венгрию, условно, через Европу.
это есть там расследовательские вещи, которые занимаются в Украине. Люди, я там в экспертном сообществе, мы беседовали, обсуждали, какие варианты могут быть. Какие-то есть тайные эти рычаги, механизмы, какие-то шевеления под ковром есть, но кто именно, на каком уровне? Ну, ось, наприклад, Шайбан лічить, що гэта на ўзроўні дамоўленасцяў там паміж Буданавым і Лукашенком. Может быть, просто посередине. Ну, реверанс был, да, со стороны Буданова, что там Может быть, чуть ли не мудрый Лукашенко все делает правильно. А я вам так и сказал, это цитата. Ну, так я же и говорю. Ну, а зачем Буданову просто так говорить? Чтобы что? Чтобы вдруг Путин... Ну, то есть, как провокация, я вряд ли думаю, что это была провокация, потому что Путин все очень хорошо знает, у него достаточно информации. Ну, я думаю, что спецслужбы на высоте там работают давным-давно, и опыт там этого ЧК, ВЧК, ОГПУ, НКВД, ФСБ, КГБ, ФСБ у них такой богатый, что, думаю, они владеют всей информацией в Беларуси и в Украине тоже. Як ви думаєте, коли Тихановська зможе приїхати у Київ? Коли її запросять? Потому что ясно, что это все упирается. Для меня было бы это победа, если бы смог это сделать. Я вот лично на своей должности, если бы я мог это все провести, как бы. Они говорят очень просто, а в чем проблема? Ну, как бы заезжай. Ну, проблема заезжай, что... полк тоже, вот полк Калиновского на конференцию говорит... не просто белорус, то бок там есть шматы дипломатичные. Да. Это повинно быть запрошение от Зеленского. Мы-то знаем, что она не может. Она, во-первых, находится в определенном статусе. Мы же видим даже по Польше, по сопровождению. Она не может просто так быть. Раз. Во-вторых, это же может быть... Вот я пытался объяснить калиновцам. Мне говорят, давайте, мы все, пусть едет, никаких проблем. У вас проблем не будет, мы встретим, приедем на броневике. Ну, неудобно будет много ехать. Если надо, приедем вооруженно, все вас сопроводим. Ну, вот сейчас ехали, белорусы заезжали на конференцию. Ну, один автобус ехал 43 часа, на всякий случай. 43 часа. Это по спискам заранее подготовлено. То есть проблема, граница. Она едет, пускай все готово. Ну, приехала на границу, а ее просто не пустили. И сразу появились журналисты и показали, смотрите. Это же сразу разовьется, что... Вот видите, приехала, а ее не пустили. Ей это зачем? Ей надо получить официальное приглашение. Она должна приехать. У нее определенный статус. Она не простой человек. И своими всеми действиями за эти 3 года показала. Она показала свой уровень принятия решений, уровень ее принятия в странах. Она разговаривает с президентами, встречается. Ее встречают стоя, приветствуют. Понятно. Работа ведется на международном уровне, очень сильная работа ведется. Поэтому это будет моя удача, если я смогу это сделать. Но я думаю, там внутри самого суспільства не все хорошо, украинского. Одни бы хотели бы, чтобы она приехала. Я вижу этих людей, которые говорят, давайте мы будем пробовать, давайте будем подходить, давайте будем разговаривать, через кого подойдем, создадим. Ну, при этом задают вопрос мне, а для чего, какая цель, что вы ставите, чтобы что? Я говорю, смотрите, получается простая история, что вот мы с Игорем Кизибовым тоже проговорили на этот момент, тоже будет еще встреча. Я говорю, смотрите, вот белорусы заранее, перед войной, заранее выехали. Мы помним эту историю, там, когда на границе там дали эти монеты, такой показательный жест был со стороны прикордонников украинских, когда выезжали белорусское посольство. Оно выехало, там стоит в центре города это посольство, там вот такой бурьян внутри зарос, через плитку пророс. Вот, и там некоторые горячие головы говорили, так занимайте, заходите, занимайте, все делайте себе посольство. Ну, такие вообще люди. А с другой стороны, получается простая история. Белорусы уехали туда, украинская сторона отозвала своего посла, там оставили технических каких-то сотрудников, которые поддерживают элементарные вещи, там, консульские. На сегодняшний день отношения у нас какие? Отношения же не расторгли вы, правильно? Но при этом вы в 2020 году не признали выборы. При этом Лукашенко, президент Лукашенко, вас обманул. Неоднократно будет, не будет вход. Лукашенко назвал президента Украины гнидой публично. Как бы так не солидно вообще, да? Мне должно быть понятно ваше отношение к той стороне. С той стороны летели ракеты. То есть это же не демсилы, правильно?
Это одна сторона. То есть есть вот эта сторона режима, которая делает все, чтобы, все то, что против вас. С другой стороны, есть демократические силы, которые в 2020 году показали свое отношение. Показали свое отношение к этому режиму, показали, что нельзя жить в стране, где нарушаются законы, говорят, не до законов. Показали то, что стремятся к развитию, к европейскому, к модернизации. Не то, что там мы не пойдем, я свой народ за цивилизованным миром не поведу. Мы хотим развития, мы хотим жить, участвовать, мы хотим видеть новую эту историю для Беларуси. У нас есть люди, которые четко показали, подтвердили своими действиями, вынуждены были выехать, большое количество выехало, продолжают свою борьбу, лишены своей недвижимости, находятся под арестами. Под арестами, я имею в виду, находится имущество большое, угрожают им. Большое количество сидит людей, больше 5, там в районе 6 тысяч сидит. 1,5, почти 2 тысячи признано политическими заключенными. А у нас вакуум, мы не можем с вами разговаривать, чтобы выстраивать что? Чтобы выстраивать вот эту вот стратегическую позицию вашего отношения. У нас 1064 километра общей границы. Нам надо сегодня договариваться про завтра, чтобы пока это будет сохраняться, это Беларусь, которая вклинивается и в Евросоюз, который имеет границы там с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, вот этой безопасности в этом регионе не будет никогда. Поэтому нам сегодня надо решать. Мы те люди, которые завтра, смена будет в любом случае. Не сегодня, завтра, послезавтра. Мы те люди, которые будем формировать. Нам надо сегодня выстраивать, договориться. Нам надо видеть, что мы на самом деле друзья, соседи, выстраивать эти добрососедские отношения. С кем бы вы пошли в разведку? С Левчук Маргаритой пошли? С Левчук пошел бы, Маргаритой. А со Стрижаком? Нет. С Кубраковым или с Караевым? С Караевым, если не оценивать их роль в белорусской этой политике. А чему? Он больше военный человек. С Терцелем или с Вольфовичем? Терцель закончил факультет спецназ в Рязанском воздушно-десантном училище. Он подготовленный человек. То есть он и профессиональный разведчик военный. С Латушком или с Прокопьевым? Да с ними, мне кажется, за столом поговорить очень интересно. В разведку не вижу в них военных, при всем при том, что Вадим демонстрирует брутальность. Он очень удивительный человек, хочу пару слов обычно чуть-чуть сказать. Он такой, чтобы вы понимали, почему? Потому что буквально недавно смотрел его у Балаганова, всю историю про КС, и наблюдаю, развитие этих событий. Вот мы сейчас стоим, я напротив елки нахожусь, да, вот у меня такое праздничное чувство, когда я смотрю на Вадима Прокопьева. Он такой для меня иллюзионист, знаете, когда иллюзионист делает какие-то пасы, там что-то происходит, всегда такой праздник, что-то все красиво, что-то должно случиться. Но сейчас же очень много в интернете таких лайфхаков, раскрывающих эти все вещи. И оказывается, что это всего лишь то ли неправильный угол создается, то есть это определенная манипуляция. Он очень сильный манипулятор, умный, подготовленный человек, вопросов нет. Краснобай, красиво говорит, у него большая аудитория, которая его любит. Но я на елку смотрю, все время вспоминаю в детстве, когда, знаете, конфетки висели, вешали, а детки их вынимали, а потом оставляли одни фантики. Мне кажется, что нам продают... Товарищ Прокопьев продает нам эти конфетки, которые просто фантики. Там в лучшем случае там будет хлеб по цене шоколада. Но я думаю, там просто будет оберточка. Это и все. Мое личное мнение, без обид. Он же парень взрослый, очень правильно все говорит, упреждает всегда. Хорошо начинает, хорошо куча идей, но я не знаю, кто будет реализовывать это все. Як ви думаєте, чому Лукашенко окружив себе силовиками? Він призначає їх на всі більш-менш важні посади зараз. Силовики – это те, которые будут выполнять работу. У него же сама политика выстроилась на прямое исполнение приказа. То есть ему подходят военные люди, которые четко понимают приказ, которые говорят, что приказ будет, мы будем делать. Силовики имеют опыт, имеют те силы, которые могут как раз нейтрализовать его оппонентов. Поэтому они ему нужны. Он им создает благоприятные условия, дает им там всякие преференции для того, чтобы они понимали, чтобы они кормились с этой руки и понимали, кто их тут, как говорят, кто им в будку электричество провел. Як ви думаєте, що можуть зробити білоруські військовці внутрі країни сумленні? У який момент? Зараз. Зараз пока должны наблюдать, собирать информацию, которая возможна, если возможно, документы, понимать, смотреть
И не то, что там ждать, потому что есть такая хорошая фраза, а долго ли ждать? Но если ждать, то долго, да? Нет, надо думать. Я понимаю, что там есть эти люди, там их очень много, которые не согласны, просто не разделяют. И с простой точки справедливости, у которых просто заложена она внутри, и люди видят, что что-то неправильно происходит. Поэтому они нужны, они все как бы в нужный момент увидят, поймут, сориентируются. Люди военные. А вось як люди военные там, внутри Беларуси могут хоть на миллиметр наблизить перемогу Украины? Сейчас не могут. Просто я как бы отдаю такой фантастический вариант, что какой-то переворот военный может быть. Не знаю даже, кем инициированный. Может быть, Российской Федерации, условно, да, там. Но я очень сомневаюсь, потому что на самом деле контролируется настолько, все четко, все прошито. Там, ну, у них шаг влево, шаг вправо, они просто залиты в лед. Они вот такие, мы их видим, они такие вот в такой форме. Они ничего двигаться не могут. Они могут выполнять только тот набор функций, который им позволяется. Все на контроле полностью. Все маломальские старшие офицеры, все на контроле пишутся, слушаются, наблюдаются, все родственники, все связи. Они не могут не выехать, они отлучиться не могут ни на день, они не могут поехать за границу, у них все ограничено, они ничего не могут. А может быть, ранее, на початку войны, ці нейкім чынам кадровые вайскоўцы дапамагалі ці беларускім добраахвотнікам, ці украінскай арміі? Ну, информация, они помогают информации, они помогали и помогают информации. И люди научились, понятно, через горький опыт какой-то, но есть, скажем так, источники, которые долетают, приносят информацию. И поэтому я хочу сказать, там нету этого стройных единомышленников в виде Министерства обороны. Там есть разночтение, есть группа заинтересованных, это, как правило, старшие офицеры, которые полностью погружены уже в эту повестку Лукашенко, который их и растил, на которых есть крюки, которые будут управляемы, а остальные, они пока могут только наблюдать за происходящим. Як, по-вашаму, як беларускае грамадства можа адказаць на бясконцыя рэпрэсіі, які працягваюцца в краіне? Ну, я думаю, солидарность надо сохранять, надо оставаться людьми, человеческие качества не терять, не превращаться там, не быть скотом. Ну, как бы в первую очередь. А остальное все нормально сложится. Сдвиг произошел. Уже сдвиг глобальный, тектонический произошел на Земле. Сейчас идет просто большая перемена. А обязательно. Уже мы находимся в конечной фазе, потому что вот эти 30 лет, вот этой тирании, этой узурпации, они все равно уже, по моим меркам, это на излете. Мы еще идем, да, еще летит это тело, но мне кажется, это конец этого режима и соседнего тоже. Як вы думаете, а што могуць рабіць беларусы ўнутры і ў эміграцыі для перамогі, для наближения перамогі? Рабить очень опасно в какие-то ввязываться в прямые там, значит, акции, что-то делать, где-то там заходить, потому что контролируется у нас Белтелеком одна структура, которая находится, она полностью подконтрольная ОАЦ, ну, равно Лукашенко и все прочее. То есть какие-то вот эти все очень аккуратными быть. Точно с точки зрения безопасности. Ну, я же говорю, никто не поменялся. Люди взрослые, люди все понимают. Ты им не рассказываешь, что это сказка. Ты не рассказываешь, что у нас там самая лучшая страна, у нас все, мы впереди планеты всей, а остальные там никто и хотят захватить эту Беларусь. Не расскажешь. Белорусы разумные люди, они все знают, понимают. Поэтому пока наблюдать и не отчаиваться. Кем вы себе бачите у новой Беларуси? Министром обороны? Не, я вообще как бы, это же ответственность очень большая. Кіраўніком Генштаба? Не, я парень простой, я бы хотел, вот мне без обид хотелось бы вот так лес, природа, там речечка, озерцо какое-нибудь, такое что-нибудь. Ну, интересные события, конечно, мы сейчас проживаем, и там не совсем пенсионером, но хотел бы быть полезным. Неважно кем. Это можно сейчас загадывать, там какие-то амбиции свои. Я ровный человек, моя жизнь об этом говорит. Я там никуда не лез особо, хотя мог легко пристроиться, поверьте мне, и ни о чем бы не жалел. Дякую вам за размову. Дякую вам. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Нам таксама будзе вельмі цікава пачытаць пад гэтым відэа вашыя думкі пасля прагляду гэтага інтэрв'ю. Падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новыя размовы ток, а таксама на канал Наша Ніва Ньюз, дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Альбо чытайце нас на сайце нашаніва.ком. Дзякуй, што вы з намі.